событий дня. В студии Султания Ситакаева. Добрый вечер. И прямо сейчас о таких событиях. Ялтинский международный экономический форум отмечает 5-летний юбилей. Валидаторы системы ГЛОНАСС. Через 2 месяца каждый автобус в городе будет с новым оборудованием. Крымско-татарская книга. В Нижнегорском районе прошел библиотечный форум. В обиходе их не увидеть. В Крыму представили серебряные монеты с изображением выдающихся людей и достопримечательностей полуострова. 5-летний юбилей отмечает и Ялтинский международный экономический форум. Вопреки санкциям, он стал местом притяжения зарубежных политиков и инвестиций. За эти годы форум посетили более 10 тысяч человек из сотни стран мира. Подписаны соглашения на несколько сотен миллиардов рублей. Давайте посмотрим, как в этом году прошел первый день мероприятия. Зрелищно, красиво и с большим размахом. Так стартовал Ялтинский международный экономический форум. Уже в 5-й раз деловое мероприятие собирает на одной площадке представителей бизнес-сообществ с разных стран мира. Мир, Россия, Крым. Новая мировая реальность. Главная тема форума в этом году. Ялтинский международный экономический форум, на самом деле, это такой инструмент, который позволяет нам на сегодняшний день пробивать все политические барьеры, которые сегодня возникают в мире. У нас сформировался сегодня форум друзей Крыма. Те люди, которые постоянно приезжают на форум и, мало того, которые возвращают в свои страны, рассказывают о российском Крыме, о том, что здесь происходит, рассказывают, что здесь нет на улице танков, автоматчиков, рассказывают о том, что это был свободный выбор свободных людей, которые хотели вернуться в единое духовное пространство с нашей Родины России. Более 3000 участников из 100 стран мира. 17 соглашений на сумму 160 миллиардов рублей. ЯМЭ входит в 4 масштабных бизнес-площадок на юге России. Ежегодно география участников расширяется. Для сравнения, в 2014 году на первый форум приехали 600 представителей из 13 государств. Тематические сессии, пленарные заседания и презентации проектов. На одной из таких площадок подвели итоги и рассказали об успехах сотрудничества за последние 5 лет. У нас сумма инвестиций за прошлый год составила 296 миллиардов. Это рекордная сумма, потому что еще в 2015 году инвестиций было 43 миллиарда. А это макет будущего суперсовременного холодильного склада. На форуме крупнейший крымский агрохолдинг заключил договор с турецкой компанией. Проект позволит решить проблему хранения фруктов и мелиорации. Проект заключает в себе фрукто-овощехранилище на 40 тысяч тонн. Это внедрение новых технологий, новых оборудований. Они везут сюда новейшие технологии в области холодоснабжения. Охлаждение этиленглюколем. Это новая система, которая уже в мире внедряется. Поэтому мы не будем отстающими. Мини-копия визитной карточки Ялты «Ласточкино гнездо». Модель распечатана на 3D-принтере. Фирма по производству таких изделий на форуме впервые. Предприятие хоть и молодое, но единственная в Крыму художественная мастерская в этой сфере производства. Это проект «Великая Россия». Он включает в себя малые формы достопримечательностей России. И, скорее всего, что все эти макеты, фигуры, экспозиции отправятся в Сочи, в Олимпийскую деревню. В рамках форума состоялся брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой. Генеральный директор телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев поблагодарил российского дипломата за способствование донесения правдивой информации о Крыме до мировой общественности, а также пригласил Марию Захарову на праздник крымских татар Хадырлес, который состоится 4 мая в Бахчисарае. Приглашаем вас и будем рады вас видеть. Мне кажется, у нас будет заседание комитета по информации в это время в Генеральной ассамблее ООН. Я уже подтвердила там свое участие. Если получится по датам, я приеду, но с удовольствием это сделаю, например. Весь Крым и крымские татары будут вам благодарны за ваше участие. Спасибо вам большое. Спасибо. На форуме состоялась и конференция на тему религии. Здесь присутствовали политические и общественные деятели, журналисты и бизнесмены передовых мусульманских стран мира. Духовный лидер крымских мусульман Хаджи Эмирали Аблаев выступил с докладом. Благодарю главу Республики Крым за то, что он разделяет наше стремление жить в мире и согласии в Крыму и всячески нам помогает в решении многих вопросов. За 5 лет Ялтинский международный экономический форум зарекомендовал себя как свободная от двойных стандартов площадка для встречи зарубежных политиков и экспертов. И в очередной раз доказал свою полную независимость от Украины. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет» из Ялты.
Ялтинский форум открывает новые возможности. На площадке заключаются бизнес-соглашения. Впервые в Крыму гости из Судана. По их словам, это первая страна африканского континента, которая установила дипломатические отношения с Россией. Теперь представители делегации надеются выстроить деловые отношения с Крымом. Россия и Судан уже имеют опыт сотрудничества. Мы здесь для того, чтобы люди понимали, что сотрудничество с Суданом имеет перспективы. Я уверен, с Крымом мы будем сотрудничать в области туризма. Мы видим, что здесь развивается туризм, потому что Крым очень красивый. Предлагаю организовывать встречи крымских татар в Судане и в Крыму. Это нужно для популяризации ислама по всему миру. В Совете министров состоялось совещание под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Максима Егорова по вопросу реализации в Крыму и Севастополе федеральных проектов, обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и формирования комфортной городской среды. В совещании приняли участие главы муниципальных образований и заместители департаментов городских хозяйств. В настоящее время у нас реализуется по программе, подписанной с фондом содействия реформе ЖКХ, соглашение на 517 миллионов. Это вошли в эту программу у нас ПГТ «Гвардейская», вошла Ялта, вошла Керчь, и мы как раз сейчас эту программу начинаем там развивать. Если говорить по Гвардейскому, то у нас четкая уверенность, и мы осуществляем мониторинг по ходу строительства дома. Там, конечно, у нас не так много квартир, их всего 28, но, по крайней мере, по Гвардейскому мы этот вопрос закрываем и переселяем. Срок завершения работ мы планируем в декабрь уже переселить из аварийного жилья. В декабре мы планируем 128 семей, это то, что у нас по Керчи, Щелкино и Багирово, предоставить жилье и, соответственно, переселить. Чуть более затяжное получается у нас решение вопроса по Ялте, но здесь есть объективные причины. К сожалению, из тех застройщиков, кого мы приглашали, не все согласны на такую стоимость. В Симферополь по проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда запланирован на 2023 год. Говоря о национальном проекте формирования комфортной городской среды, Михаил Селезнев сообщил, что в ближайшие 5 лет планируется благоустройство более 1000 общественных пространств на сумму порядка 3,5 миллиарда рублей. Также обсудили вопрос реконструкции набережной вдоль реки Салгир в Симферополе. В данный момент это полностью будет 8 километров от гостиницы «Москва» до Малого Салгира у нас отремонтировано. Это полностью замена ограждений, это зачистка русла реки, это замена плитки, это установка опор освещения. В Симферополе открылась выставка-ярмарка предпринимателей жителям Симферополя, в которой приняли участие 150 крымских компаний. На выставке представлены фермерские хозяйства и сыроварни, отрасли косметологии и медоборудования и многое другое. Также на мероприятии наградили победителей конкурса предпринимателей жителям Симферополя. Спасибо всем за участие в этом конкурсе. Я думаю, что это у нас с вами начало пути, а путь очень и очень интересен, потому что каждый предприниматель – это целый мир. Сегодня Симферополь отмечает 236-ю годовщину издания манифеста о присоединении Крымского полуострова под державу российскую. Исторический документ подписала императрица Екатерина II в 1783 году. Церемония возложения цветов прошла у Долгоруковского обелиска, также в столице прошел митинг. В обиходе их не увидеть. Серебряные монеты с изображением выдающихся людей Крыма и достопримечательностей полуострова пополнились еще несколькими сериями, среди которых мусульманские святыни. О новых монетах Энвер Аблязис. Добрый день. Здравствуйте. Прошу вас, проходите. Мы пригласили вас сегодня, чтобы познакомиться с нашей коллекцией монет. Прохожу. Здесь представлена только часть самых красивых монет РНКБ, которые посвящены нашему всеми любимому Крыму. Более 20 монет с крымской тематикой выпускаются на протяжении 3 лет. Каждая из них серебряная, а тираж серии ограничен в среднем от 500 до 1000 экземпляров. На сегодняшний день у нас коллекция состоит из серии мусульманских святынь Крыма, у нас есть православные святыни Крыма, у нас есть исторические места. Мы думаем, что могло бы быть
интересно Крыму. Разные по форме, размеру и весу монеты отражают культуру полуострова. Тут и лагерь Артек, и караимские кинасы, Ласточкино гнездо, выдающийся художник Иван Айвазовский, исторические постройки. Серия монет мусульманских святыни Крыма, безусловно, является монета, посвященная соборной мечети. Здесь она представлена в такой красивой упаковке. Монета это посвящена мечети, которая еще не открыла свои двери. Мы все в предвкушении открытия. Во всех монетах история Крыма, как древняя, так и современная. Некоторые объекты и вовсе еще не построены, но их архитектурный облик уже изображен. Также было и с изображением Крымского моста. В 2016-м строения еще не было, чего не скажешь о монете, которую с удовольствием раскупали туристы. Серия мусульманских святынь Крыма включила отображение мечети хана Узбека, большую ханскую мечеть Бахчисарайского дворца, Занджирлы Медресе, Кибирджами и хан Джами в Евпатории, над дизайном которых работал Эрвин Сейтасанов. Считаю, это своего рода может стать, каждая монета может стать своего рода реликвией в каждой семье. И мне будет приятно, что я вложил в это свою долю своей души. В реализации проекта по созданию монет принял участие депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Благодаря тесному сотрудничеству представителя власти и руководства банка одна из монет носит имя крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского. Экземпляры из серебра доступны в каждом отделении банка РНКБ. Купить их можно и по предварительной онлайн-заявке. Девушка, мы можем, поближе ее посмотреть? Есть она у вас в наличии? Конечно. Могу в руки, взять? Да. Давайте, давайте. В ближайших планах банка создать огромную монету, которая объединит все лучшие современные исторические постройки Крыма. Нашу съемочную группу желание приобрести драгоценную монету не обошло. Ты чего камеру не выключил? А что задержался? Купил. Энвера Близис, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Каждый автобус по валидатору и системе ГЛОНАСС. У частных компаний есть больше 2 месяцев, чтобы привести все в соответствии с законом. Теперь 1 июня транспорт, у которого нет этого оборудования, в городе работать не будет. Мухаммед Зикирьяев пообщался с водителями и пассажирами и выяснил, насколько удобное данное нововведение. Февзи Смайлов уже больше 40 лет работает водителем. Выбрал профессию из-за любви к транспорту. После того, как в его автобусе появился валидатор, к аппарату привыкал постепенно. Но как научился пользоваться, обслуживать пассажиров стало намного легче. Ничего такого сложного нету здесь пользоваться. Просто денежку дали, раз, отбил билет, все, билет пошел. Взял, оторвал, отдал. Просто не все люди берут, начинают... Им вслед начинаешь билет давать, они отворачиваются, уходят. Но между водителями есть и разногласия. Кто-то говорит, система на самом деле удобная, а кто-то и вовсе не имеет представления, как ею пользоваться. Передай, пожалуйста. В скором времени такая система для большинства пассажиров закончится, так как практически все автобусы оснащены новым оборудованием под названием валидатор. Подходишь к так называемому терминалу. И проезд оплачен. Частные фирмы пока что еще в раздумьях, устанавливать билетные машины либо нет. Но больше половины государственных автобусов уже оборудованы валидаторами и ГЛОНАСС-системами, которая следит за водителем и за местонахождением автобуса. ГЛОНАСС-система, вот я вам вкратце объясню, как это выглядит. Это, то есть у нас отображается подвижной состав, перечень подвижного состава, на каких маршрутах он ходит. Это как установлено у меня и так же самое установлено у диспетчера. То есть он носит разнарядку, и каждый автобус отображается, где он производится, где он ездит, где он, к примеру, отстаивается, чтобы его диспетчер дал ему указание о том, что он не соблюдает режим. Кроме оплаты банковской карты, каждый пассажир может оплатить проезд и наличными. Вы просто даете деньги водителю, а взамен получаете чек. В этой ситуации мы должны понимать, что у нас на сегодня работают как частные перевозчики, так и наше муниципальное унитарное предприятие. Поэтому с 1 июля перевозчики все законом Российской Федерации поставлены в такие рамки, что они либо выполняют закон, либо уходят с рынка. А у пассажиров на эту тему свое мнение.
Ну, лично я никакого дискомфорта не заметила, но, я не знаю, мне кажется, если это какая-то давка на входе, то это может быть неудобно, затруднительно. Но, как бы, в принципе, я пока ничего для себя отрицательного не увидела. Необходимо кондукторов ввести. Плюс будут рабочие места, и плюс этих зайцев не будет. Ну, эти билеты ни к чему, просто их выбрасываешь и все, полные карманы потом этих билетов. Правительство республики уверены, что с 1 июня все перевозчики оборудуют свой транспорт валидаторами и ГЛОНАССом, а если нет, то с ними придется расторгнуть договор. Мухаммед Зикриев, Герай Абдуллаев, телеканал Милет. В связи с повышением цен на проезд в Симферополе проводят тщательный осмотр автобусов. Проверяются технические свойства и санитарное состояние транспорта. Работать будут только те предприятия, которые выполнили все предписания. Проверки проводит Управление транспорта и связи совместно с Министерством транспорта Крыма по поручению главы Республики Крыма Сергея Аксенова и главы администрации Симферополя Натальи Маленко. Поэтому совместно с Министерством транспорта принято решение выезжать на линии и проверять непосредственно подвижной состав. Я думаю, что данная мера позволит все-таки улучшить качество предоставляемых перевозок в городе Симферополе непосредственно. Вот по результатам проведенных проверок, в случае выявленных нарушений, перевозчику будет выписано предписание на устранение, после чего будет проведена повторная проверка. Если не будут устранены указанные нарушения, то в рамках действующих договоров с перевозчиком будут расторгаться договорные отношения. В Севастополе на проспекте Победы обрушилась внутридворовая парковка с машинами. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас на месте находятся представители МЧС и правительства Севастополя. Рабочая группа выясняет подробности происшествия. Идет работа по эвакуации транспортных средств. В микрорайоне Белая 4 началась газификация. Жители вроде и рады, но монтаж газовых сетей вызывает массу неудобств. С какими проблемами столкнулись граждане, знает наш корреспондент Энвер Аблязис. Вот так начинается наш каждый день. Мы когда собираемся на работу, мы не можем ни выехать, ни пройти. Дети не могут до школы нормально чистой обуви добраться. И просто, честно говоря, уже это достало, если так честно сказать. Утро начинается не с кофе, утро начинается с очистки улицы от грязи, иначе не пройти. Для жителей улицы Старокрымская такая картина уже стала привычной. Пакеты на ноги и на работу. Восстанавливать дорожное покрытие после монтажных работ подрядная организация просто отказывается. 2 недели назад на нескольких улицах микрорайона Белая 4 начались монтажные работы по прокладке газовых сетей. Траншеи вырыли, трубы закопали. Да только дорогу так и не засыпали. В паспорте объекта производитель работ обязуется закончить газификацию квартала к 1 июня этого года. Но жители не верят, что к указанной дате на месте грязи появится хотя бы щебень. Хотелось бы, чтобы газовые службы это дело все привели в порядок, потому что здесь не только пройти невозможно, зачастую здесь проехать невозможно. Приезжает машина, застревает тут, выталкивают. То есть очень много проблем у жителей именно с тем, что не убрана дорога в должное состояние. Причем дорога была до того, как начали копать, она была совершенно в таком хорошем состоянии. Ровная, щебенка, все. Сложно не только взрослым, но и детям. Приходить в школу в чистом виде не получается. Ежедневно обувь и одежду нужно выстирывать и часто обновлять, говорят родители. А это большие финансовые затраты. За вот этот период времени, дождливый, все это, у нас сменная обувь, просто мы не успеваем ее покупать. Это у нас постоянно грязь, это надо прийти ее помыть. Какую бы ты обувь ни взял, это все разваливается. Естественно, это сказывается на нашем бюджете. Мы деток много у нас, 3 детей, поэтому это все накладно нам. По словам жителей, представители подрядной организации уверяют, что восстановление дорог не входит в проект, поэтому кто именно отвечает за данный вопрос, пока неизвестно. Энвер Аблязис, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. Крымско-татарская книга. Форум под таким названием прошел в библиотеке имени Николая Гоголя в Нижнегорском районе. Сотрудники библиотеки имени Исмаила Гаспринского рассказали коллегам об их публицистах-земляках и подарили книги, изданные медиацентром. Подробности в нашем следующем сюжете.
Школьники исполняют крымско-татарскую народную песню. Здесь собрались любители литературы и книгохранители. В читальном зале библиотеки имени Гоголя открылся форум «Крымско-татарская книга». Ориентирован он прежде всего на библиотечных специалистов, потому что это первые люди, которые получают эту книгу. Это люди, которые работают с населением. Ну и, конечно, мы очень благодарны нашим помощникам, а это представители крымско-татарской интеллигенции, культуры, искусства, общественным деятелям, представителям науки, которые помогают в реализации вот этого нашего проекта. Сотрудники Крымско-татарской библиотеки рассказали о тесной связи библиотеки и театра еще со времен Тырджимана прошлых столетий. В гости они приехали с подарками. Теперь на полках местного фонда новые издания медиацентра имени Гаспринского. Среди них и книги о выдающихся личностях этого поселка. Айдер Осман, кроме того, что родился здесь, он один из той широкой волны писателей 60-х годов. Если в то время другие занимались производственными романами, более старшие наши писатели, такие как Айдер Осман, старались глубже раскрыть темы войны и высылки. Он занимает значимое место в нашей литературе. Кроме основного здания Центральной библиотеки в Нижнегорском работает еще 36 филиалов. За последние годы фонд крымско-татарской литературы активно пополняется. Когда мы перешли в Россию, вот этот переход, нам стали больше выдавать литературы, но и крымско-татарская, конечно, и детская крымско-татарская тоже стала поступать в наши фонды. Вот. Но мы хотим, конечно, больше, потому что по сельским библиотекам мало, конечно, мало. Сотрудники местной библиотеки проводят мероприятия о жизни и творчестве национальных поэтов и писателей. Так они сохраняют и развивают крымско-татарский язык. Организаторы планируют провести такой же форум в Джанкойском и Красногвардейском районах. Фатима Сейдометова, Магомед Нестуров, телеканал Милет. Художник из Санкт-Петербурга поделился секретами мастерства со студентами Крымского инженерно-педагогического университета. Анатолий Сидоров рассказал студентам об особенностях выполнения линий и исторических традициях выполнения набросков в художественной академии имени Штиглица. На мастер-классе он также отметил, что традиция выполнения рисунка менялась, но основная дизайнерская линия сохранилась. Больше внимания стало уделяться линии. И вот набросок в этой академической программе занимал довольно очень важное место. И вот в данном случае вот я прочитал небольшую лекцию об истории развития и показал мастер-класс о наброске, его роли в программе. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Милет. Хорошего вечера.